Тема сегодняшнего урока – вращательное движение и движение под действием силы тяжести. Ну, вначале вспомним вращательное движение. Тоже в 9 классе достаточно подробно это было. Это движение тела по окружности. Вот нарисуем вот такую вот окружность и вспомним основные характеристики. Вот. Пусть тело находится в данный момент вот здесь. Вот это радиус-вектор точки. Точка движется по окружности. Линейная скорость, мы помним, всегда направлена по касательной траектории движения. Пусть за какой-то промежуток времени тело переместилось в эту точку. И вот этот вот кусочек, давайте так, вот так, так, вот так, обозначим дельта R. Дельта R. Ну, и можно показать, что радиус-вектор. Вот. Теперь, что мы делаем? Здесь скорость направлена теперь вот так. Мы вначале рассматриваем случай, когда тело движется с постоянной по окружности скоростей. Теперь найдем разность вот этих скоростей, насколько изменилась, но не модуль скорости, а направление. Для этого вектор этот переносим параллельно сюда и находим разность. Это минус v. И тогда вот этот кусочек будет дельта v. Ну, полный вывод я не буду делать. Помните, наверное, что вот эти два треугольника подобные. Из подобия треугольников получаем первое ускорение. Назовем его нормальное или центростремительное ускорение. Так, давайте модуль его просто. Нормальное или центростремительное ускорение. Оно равно v в квадрате разделить на r. Чем характерно вот это ускорение? Это ускорение показывает изменение скорости по направлению. Первоначально мы рассматриваем движение тела с постоянной по модулю скоростью. Вот. Модуль скорости постоянный, но меняется, видите, направление скорости. Поэтому нормальное или центростремительное ускорение характеризует изменение скорости по направлению. Ну и, соответственно, может меняться скорость. Это будет выражаться тангенциальным ускорением дельта v на дельта t. Ну, как обычное ускорение, собственно, привыкли, наверное, к этому. Вот это ускорение, тангенциальное ускорение, показывает изменение скорости по модулю. А теперь посмотрим, что тангенциальное ускорение направлено так же, как и линейная скорость. Я покажу здесь тангенциальное. Центростремительное направлено по радиусу к центру окружности. Или нормальное ускорение. А вот это тангенциальное еще называют касательным. Вот. Теперь смотрите, что получается. В каждой точке, где находится тело, они взаимно перпендикулярны. Всегда. Это тангенциальная, а вот так направлена нормальная. Вот в сумме они дают полное ускорение. И вот так покажем, немножко криво. Это полное ускорение при вращательном движении. И тогда я могу записать, что равно корень квадратный нормальное в квадрате плюс тангенциальное или касательное в квадрате. Ну, по сути дела, теорема Пифагора. Я думаю, это понятно. Вот. Теперь основные характеристики. Значит, для вращательного движения это период вращения, единица измерения, значит, секунда, 1 секунда. Что такое период вращения? Время, в течение которого тело делает один полный оборот. Например, вышло из этой точки и вернулось в эту точку. Вот. Дальше частота. Ну, иногда ее буква N маленькая, иногда обозначает ню. Принципиально разницы нет. Единица измерения – это герц. Герц. Ну и теперь еще основные характеристики. Значит, если
Мы рассматриваем равномерное движение по окружности. Смотрите, чтобы найти скорость при равномерном движении, это нужно путь разделить на время. Теперь смотрим, полный оборот делает. Определить это, по сути дела, длина окружности 2πr. И разделить, а время, в течение которого делается один полный оборот, это период. Вот вам, пожалуйста, формула еще одна получилась. Теперь, так как период величина обратной частоте, эту формулу можно переписать. 2πn умножить на r. То есть единичка на t я заменяю на n, на частоту. Еще одной важной характеристикой является угловая скорость. Значит, это изменение угла поворота промежутку времени, в течение которого данное изменение угла поворота произошло. Ну вот он, угол поворота, здесь можно показать, это φ, угол поворота. Так, вот теперь смотрим. Полный оборот это 2π в радианной мере, как помните. Время, в течение которого делает радиус-вектор полный оборот, это период. Вот вам, пожалуйста, омега т. Теперь вернемся сюда, смотрите. Вот эта вот штучка я обведу. У нас получилось что? Угловая скорость. Тогда эту формулу я перепишу так. V равно, вот это меняю на омега, омега r. Вот еще одна формула. Называется она связь линейной и угловой скоростей. Связь линейной и угловой скоростей. Так, теперь еще одно понятие вспомним. Это угловое ускорение. Значит, что такое угловое ускорение? Это изменение угловой скорости к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло. Вот вам, пожалуйста, это угловое ускорение. Так, ну, можно еще раз писать следующим образом. Из этой формулы омега вытащим. Значит, что собой представляет омега? Это v разделить на r. Так, v разделить на r. Вот. И еще в знаменателе у нас дельта v. Ну, дельта v, наверное, давайте, чтобы поточнее было. Вот. А дельта v на дельта t, это у нас есть что такое? Тангенциальное ускорение. Тогда я могу записать следующим образом, что а тангенциальное или касательное разделить на r. Отсюда я могу выразить а тангенциальное равно эпсилон умножить на r. Вот эта формула получила название связь тангенциального и углового ускорения. Ну, тоже достаточно важная. Ну и еще очень важным моментом является, можно составить так называемую сравнительную таблицу. Вот давайте, значит, в кинематике поступательного движения у нас меняется координата. Я вот так отмечу, разлинею. При вращательном движении изменяется угол поворота. То есть угол поворота он аналогичен координате. Дальше здесь линейная скорость, здесь у нас угловая скорость, здесь у нас просто ускорение, здесь у нас угловое ускорение. Ну и теперь рассмотрим равномерное движение. Значит, x равно x нулевое, я в скалярной форме буду писать плюс s. Плюс s. Вот. Ну, здесь тогда φ равно φ нулевое плюс АС у нас, надо было расписать, В на Т, значит здесь омега Т. Это при равномерном движении, изменение угла поворота, когда тело движется по окружности. Теперь, значит, скорость. Скорость V равно
v нулевое, это когда ускоренное движение, то есть когда движется с касательным ускорением, плюс АТ. Здесь смотрим аналогично угловая скорость омега равно омега нулевое плюс А меняем на эпсилон Т. То есть полная аналогия, обратите внимание. Ну и при ускоренном движении координата тела у нас будет меняться х нулевое плюс v нулевое t плюс АТ в квадрате пополам. И здесь, ну, это более сложная формула. Те, кто будет олимпиадами заниматься, как раз вот это вот вам пригодится. Или будет поступать в какой-то серьезный вуз. Фи равно фи нулевое плюс дальше омега нулевое t плюс эпсилон t в квадрате пополам. Вот, обратите внимание, полная аналогия. Здесь кинематика поступательного движения, здесь кинематика вращательного движения. Вот эту сравнительную таблицу целесообразно запомнить, естественно. И вторую часть темы нашей рассмотрим. Это движение тела под действием силы тяжести, когда начальная скорость направлена под углом к горизонту и горизонтально, то есть когда горизонтально бросает тело. Особенность такого движения заключается в том, что если мы рассматриваем движение по прямой, то меняется координата по оси x. Если свободное падение, то изменяется координата по y. Здесь смотрите, что происходит. Тело летит. Мы рассматриваем случай, когда не действуют силы сопротивления. Движется по параболе. Ну, понятно, если учитывать сопротивление воздуха, то траектория будет немножечко другая и будет называться баллист. Но мы рассматриваем идеальную математическую модель, когда не действуют силы сопротивления. Тело движется по параболе. И по тому, как оно движется, мы замечаем, что меняется координата по оси x и по оси y. Ну, вот начнем с самого начала. Когда мы будем рассматривать дальность полета, давайте обозначим ее S буквой. Когда будем рассматривать дальность полета, то у нас что получается? Мы не можем взять просто v нулевое скорость, так как она направлена под углом к горизонту. Мы будем брать проекцию скорости на ось x. И когда в любой момент времени нам нужно будет определить высоту, мы будем брать проекцию скорости на ось y. Вот теперь посмотрите внимательно. Это обычный треугольник. По сути дела, нахождение v нулевое x и v нулевое y – это решение вот такого вот треугольничка. Итак, смотрим. v нулевое – это гипотенуза. Угол между горизонталью и вектором начальной скорости альфа обозначим. И v нулевое x – это получается прилежащий катет. Если это прилежащий катет, то у нас что получается? v нулевое x равно v нулевое на косинус альфа, так как прилежащий катет. Так, быстро поменять все-таки. Дальше смотрим. v нулевое y. v нулевое y. Это v нулевое на синус альфа. Катет противолежащий, это функция синуса. Вот теперь смотрим дальность полета. S давайте обозначим. Это v нулевое x умножить на t. Обратите внимание, что формула, по сути дела, равномерного движения. А это связано с тем, что координата по оси x изменяется равномерно. А это значит, что проекция скорости в любой точке, вот она v нулевое x, v x, вот v x и v нулевое x остаются постоянными. То есть я могу записать, что v x равно v нулевое x. То есть координата по x меняется равномерно. Поэтому мы используем вот эту формулу. Дальность полета здесь уже изменяется неравномерно. По мере движения к верхней точке скорость уменьшается, и потом дальше начинает также увеличиваться. И вот здесь, обратите внимание, в верхней точке только действует
иксовая составляющая скорости. Y составляющая будет равна нулю. Почему? Потому что вектор перпендикулярен оси. Ну, просто вспомнить математику нужно. Итак, высота будет определяться v нулевое y t плюс а, ну, пусть будет y t в квадрате пополам. Простите, не плюс, а минус. Сейчас объясню, почему минус. Минус. Так, теперь смотрите, почему g здесь лучше, да, написать. Потому что потом будете запутываться. Это движение под действием силы тяжести GY. Вот. Вот. Почему минус? А потому что, вот здесь я нарисую, G у нас всегда направлено вниз. G у нас направлено вниз. А здесь смотрим, хоть и под углом, но V нулевой направлено вверх. Поэтому здесь обязательно знак минус. Теперь смотрим скорость. Вот в этой точке, вот она, скорость v, я ее обозначу. То же самое теорему Пифагора используем. То есть v в любой точке, это корень квадратный v иксовое в квадрате плюс v y в квадрате. Вот. v иксовое у нас, смотрите, равно v нулевое иксовое. Вот сюда обращаем внимание. Ну и теперь остается v-y. Она меняется по закону ускоренного движения. v нулевое y минус, опять же, тот же самый случай, g y t. То есть я показываю, что это проекция на ось y, ускорение на ось y. Ну вот, пожалуй, основные формулы, которые вы должны будете знать. Ну и теперь как решается задача. Зачастую нужно найти время полета. Значит, чтобы найти время полета, вы конечную скорость приравниваете к нулю. Смотрите, что движется, упало тело. Вот время движения – это полное время. И в этом случае y, или высота, или и координата по оси y будет равна нулю. Тогда, используя эту формулу, мы можем записать. Я сразу v нулевое y распишу. Значит, это у нас что? v нулевое синус альфа умножить на t. Давайте я обозначу полета. Минус GY t полета в квадрате делить на 2. Теперь берем это, переносим туда, меняем знак на противоположный. T и квадрат сокращается. Ну и можно сразу что? Найти время. Так, время полета у нас будет равно, так, значит, 2v нулевое синус альфа делить на g y. Вот вам, пожалуйста, формула времени полета тела. Так как это идеальная математическая модель мы рассматриваем, то время подъема и время падения будет одинаковое и равно половине вот этого времени. Я просто покажу t подъема, вот так запишу. То у нас что получается? v нулевое синус альфа делить на g y. Вот у нас что получается. Ну, теперь можно определить, зная время полета, можно определить дальность полета. Смотрите, что получается. Так, где она? v нулевое иксовое, это v нулевое косинус альфа умножить на время полета. Это 2v нулевое синус альфа и делить на g и y. Вот. Ну, я могу продолжить. Теперь смотрите, что я сделаю. Я немножечко перегруппирую здесь вот. v нулевое в квадрате, а здесь 2
синус альфа умножить на косинус альфа. Это знакомая формула из математики. У вас 2 синус альфа на косинус альфа – это синус двойного угла. Вот, то есть я пишу v нулевое в квадрате на синус 2 альфа и на g(y). Ну и можете, значение синусов меняется от 0 до единицы. Когда наибольшая дальность полета будет, когда синус 2 альфа будет равен единице, а единице равен угол 90 градусов. Если 2 альфа, то что? Пополам получается 45 градусов. То есть мы математически, по сути дела, доказали, что наибольшая дальность полета при угле вылета 45 градусов. Это дальность полета. Ну и теперь можно здесь выразить максимальную высоту подъема. Это как общий вид решения некоторых задач. Вот теперь обращаемся к этой вот формуле. Значит, v нулевое синус альфа умножить на t подъема минус, я вот так запишу, g(y) делить на 2, а t возведу в квадрат. Значит, что у нас здесь получается? v нулевое в квадрате на синус альфа и делить на g(y). Так, вот, значит, что у нас тут получается? g(y) можем убрать. Теперь распишем вот эту вот скорость. Смотрите, что я вот так сразу запишу. v нулевое синус альфа умножить t подъема у нас получается v нулевое синус альфа на g(y) и минус. Минус здесь что у нас получается? v нулевое в квадрате синус альфа делить на 2. Так, извиняюсь, это квадрат. Вот так. Вот это не надо. На 2 g(y). Вот теперь смотрите, v нулевое на v нулевое в квадрате. Так, синус квадрат альфа, целая минус половинка, и у нас получилась вот такая вот формула. v нулевое в квадрате на синус квадрат альфа и делить на 2 g(y). Ну и последняя часть осталась. Смотрите, по сути дела, когда тело брошено горизонтально, это у нас что получается? Вот этот вот случай. То есть я здесь не буду рисовать. Опять же, скорость можно разложить таким образом и по известной формуле найти. Здесь тело брошенное горизонтально. И если из этой же точки тело будет свободно падать, они падают на землю без учета сил сопротивления одновременно. Поэтому высоту я могу записать так: g t в квадрате пополам, это падение тела без начальной скорости. Это v нулевое пусть будет. И тогда L будет равно v нулевое умножить на t. Вот. Тоже смотрим, здесь меняется равномерно, здесь по ускоренному закону.